Друзья, всем доброго времени суток. Ассаламу алейкум. Всем привет, всем Юридик Хилма серии. Ну вот и наступил этот день, который мы приближали как могли. Я хочу поздравить всех сегодня. Пап, мам, их деток, их бабушек, их дедушек. Всех с наступившим Днем Знаний, с днем 1 сентября. Все, первый день осени. Начинаются наши все вот эти тревожные моменты, уроки. И в начале пути это всем будет очень-очень сложно, но мы прорвемся, да? А ну-ка, Софиш. Поздравляем вас с сентябрем, с Днем Знаний. С 1 сентября, с Днем Знаний, да? Да. Желаю счастья, хорошо, чтобы все детки учились хорошо, и также я. И также я, да? Да, все правильно, и также я, да. Вот так сказала мне. Ну, правильно, да. Я же говорила, что все хорошо учились, и также София, да. Все верно. Это хорошо, что ты запомнила, что я сказала. Это очень хорошо. Будешь хорошо учиться? Да. А у нас буквально накануне зубик выпал. Все, мы начинаем собираться. Софишка, ты сейчас идешь, чистишь зубки, умываешься, и мы начинаем одеваться. Пока я попью чайку, ладно? Ты будешь чай пить? Давай. Не буду. Если ты будешь, то попей чай, потом почистишь зубки. Хорошо, я буду. Давай. Всем привет. Всем привет. С 1 сентября всех, да? Едем на линеечку. Без зуба. Зуб выпал накануне. Да, Зюба? Ну ничего. Новенький вырастет, красивый, да? Вот такой Софички портфель. Это что нам присылали подписчица с Америки прислала. С ним еще есть, вот здесь висит сумочка. И что мы пока все это отсоединили, сегодня просто забрать книги и все. А потом сюда можно бутылочку ставить с водичкой. В сумочку можно брать себе, может, вот что-то сюда. перекусить. Да. Вот тут сумочка висит и сзади. Очень хороший рюкзачок, русалочка. Ну что, мы поехали? Угу. Сколько детей, друзья. Сколько детей. Софиш, сюда идем. Сейчас цвет. Масери, уважаемые классные руководители, мероприятий. Это Айшатина мама. Не могу, Софишку не могу найти. И флажки еще на
Разрешите поздравить вас с замечательным праздником, Днем Знаний, с началом учебного года и пожелать вам здоровья, удачи и счастливых учебных дней. Внимание, школа! К поднятию флагов и исполнению гимнов Российской Федерации и Чеченской Республики стоять смирно. Молчание в память о трагедии в Беслане. Молчание, Спасибо. Сегодня радостный день для всех, но особенно торжественный и волнующий он для тех, кто сегодня впервые переступает порог учебного класса. Для новичков-первоклассников и, конечно же, для их родителей, которые сейчас волнуются не меньше своих детей. Для них сегодня особенный праздник, долгожданный праздник первого звонка. Дорогие первоклассники, мы все поздравляем вас с этим светлым и радостным первым школьным праздником. Желаем вам быть здоровыми и цветущими, сильными и упорными в достижении школьных наук. Чтобы над вами сияло мирное солнце, чтобы ваши мамы и папы, бабушки и дедушки радовались вашим хорошим отметкам, а учителя всегда встречали вас с улыбкой. А сейчас вашему вниманию видеообращение министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова. Витаю школьников, студентов и их родителей, учителей и всех педагогических работников с 1 сентября.
В День знаний для ребят по всей стране проходят торжественные линейки и звучат добрые напутственные слова. Впереди вас ждут новые открытия, исследования, удивительные встречи, творческие озарения, вызовы и победы. И очень важно всегда быть честным перед собой, делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям, которые сегодня дает школа. Нынешний год объявлен президентом нашей страны годом педагога и наставника. И в этот день хотелось бы выразить особую признательность всем тем, кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников. Дорогие учителя и наставники, благодарю вас за ваш подвижнический труд, мастерство и педагогический талант. Именно вы сегодня не просто даете ребятам новые знания, но и стоите на страже сохранения традиционных ценностей и воспитания личности будущих российских граждан. Начало учебного года связано с большими ожиданиями. Поэтому пусть он будет полон свершений и знаменательных событий. Желаю успеха в учебе и профессиональной деятельности, смелости и решительности в достижении намеченных целей. Важный праздник, чудесный школьный день календаря. Учебы всем желаем мы отличной, терпения, удачи безграничной. Пускай утонет школа вся цвета, пятерки только будут в дневниках. Всех с праздником поздравим от души, пусть будут будни в школе хороши. Первый праздник сентября празднуем мы все не зря. Это знание день настал, школьников он всех собрал. На линейку и звонок, а потом и на урок. Знания нам все нужны, очень ведь они важны. Пожелаю вам удачи, все легко решать задачи, все науки одолеть и во многом преуспеть. В рамках года педагога и наставника проходит трогательная акция «Спасибо учителю». Давайте поблагодарим своих любимых педагогов и хором скажем «Спасибо учителю». Еще раз вместе «Спасибо учителю». Давайте еще раз. Раз, два, три. Спасибо учителю. И пускай немало славных разных дней в календаре, но один из самых славных, самый 1 сентября. Снова школьный звонок позовет на урок. Значит, кончилось школьное лето. В первый день сентября всем нам радость даря, каждый раз повторяется это. На нашем празднике первого звонка присутствуют гости. Помощник главы администрации Веденского муниципального района Джабраилов Расул Магомедович, методист Веденского района отдела образования Эскиева Роза Дутуевна. Методист Веденского районного отдела образования Дикаева Лейла Адамовна. Специалист информационной группы Усманова Зарета Хусайновна. Уважаемые учителя, уважаемые учащиеся и, конечно, родители, разрешите от Управления образования поздравить вас с началом нового учебного года, пожелать вам всем в первую очередь здоровья. Главное, когда человек здоров, он творит чудеса. И мокшал цагач масума галдол цундела. Главное мокшалью. Родитель шналурдар шуна дал мокшала лойл. Пока вы будете сотрудничать с учителями, со школой,
будете знать, чем занимаются ваши дети, тогда успех ждет и вас, и ваших детей. Вы должны знать, чем занимаются ваши дети в школе, чему их учат, какие проблемы у ваших детей. Особенно это касается учащихся первых классов. Для них первые 2 недели, как мы знаем, это адаптационный период. Они должны первые 2 недели адаптироваться со школой. И в этом вы должны будете помогать своим учителям, которые непосредственно работают в этих классах. Коллективу Веденской школы я желаю творчества, творческий подход к каждому рабочему дню, чтобы они знали, что им дана высокая должность обучать, сдать знания и параллельно, конечно, воспитывать этих детей. Без воспитания нет учебы. Воспитание, учеба, она тесно связана. Поэтому главной целью учителя должно быть воспитание плюс и учеба. Массери ордина эту большую собурлольшун дала хохкертер армел должен бери эту боль коллективу терпения, здоровья и творческих успехов в работе. Дала эту боль. Дорогие ученики, педагоги и родители, примите поздравления с началом нового учебного года в лице директора школы. Слово предоставляется Алмасхановой Элине Магомедовне. Добрый день, уважаемые гости нашего праздника, ученики, родители, педагоги. Я рада видеть вас сегодня такими счастливыми и красивыми. Сегодня начинается новый учебный год. Это важный этап для всех. Я хочу пожелать вам пройти этот учебный год с легкостью и улыбкой. Ребята, пусть в ваших дневниках всегда будут только хорошие оценки, а в глазах родителей гордость за вас. Обращаясь к учителям, желаю вам добра, понимания, крепких нервов и открытого сердца. Ваш благородный труд – это база нашей школы и всего образования в целом. Удачи всем нам, дорогие друзья! Пусть в этом году у нас не будет поводов грустить и переживать. Я искренне желаю каждому из вас только радости, счастья, успехов и искренних улыбок. С праздником, с началом нового учебного года! Слово предоставляется воспитанникам детского сада Маша. Смотрите туда. Что? Учебного года. 11 класс подарит вам самолетики с пожеланиями и напутствиями. Давайте просмотрим легенду про самолетик. В большом аэропорту живет маленький самолетик-навигатор. Он не похож на большие авиалайнеры, которые всю жизнь окружают его. Свои рейсы навигатор совершает не по расписанию. Он спешит туда, где ребенку или взрослому нужны помощь и вера в чудо. Доброта и любопытство влекут его в путешествие на десятки тысяч километров. Как только услышит навигатор, что в сердце человека зарождается новая мечта, он спешит с доброй вестью туда, выстраивая новый маршрут от Калининграда до Камчатки. Он уже успел побывать на побережье Холодного моря,
где точно янтарь переливается на солнце песчаный берег. Бывал в огромных городах, где дома устремляются так высоко, что, кажется, крыши достают до самого неба. Добирался до самых маленьких сел среди густого леса. Летал туда, где звонко смеются мальчишки и девчонки, укрываясь от зноя. К нашему Слово предоставляется воспитанникам детского сада Маша. Гоипол Опти.
Вот и подошел к концу наш первый школьный праздник. Праздник прошел, а путешествие в страну знаний у вас только начинается. Дорогие друзья, учителя, родители и гости, торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, подходит к завершению. А мы с вами не прощаемся, а говорим лишь до свидания. Счастливого учебного года! Так, класні руководителі, говоря, ще клас стане на класні часи чугурду. Девчат, потеряла Софишку. Не могу найти ее. Завели детей быстро. Всех. Где у нас опять Софишка? Огромная такая школа. Огромная, громадная. Софишка, Софиш, ну как, нравится школа? Софиш! Ой, сосуд для пословицы. А когда нужно в школу проходить? Понедельник. Почему именно понедельник? А? Почему именно в понедельник? В понедельник начинается первый учебный день. Ладно? Давай я говорю. Ayşe Ali. Ayşe ты праздники говорила? А, Софишки не везде говори. Ayşe, ты Софишки не везде говори. Ой, хаз доздирду, ой, иш доздирду. Вообще круто доздирду. Если на полушарике. Я так рада, что вы снова встретились в школе, да? Оля. Где шла, хорошо? У Лиги сегодня день рождения. А, да? Поедем в Березову.
Поздравь всех еще раз. Ма, я поздравляла. Этот мальчик и Софишка, они родились в один день, в одном роддоме и лежали рядом на кроватках. И теперь они сегодня идут в 1 класс обои. Да, Софиш? Как брат и сестра. А это наша учительница Малика. Прошу любить и жаловать. Софишка, будешь слушаться? Молодец. Будешь учиться хорошо? Ну все, давай. Девочки вместе в садик ходили. Да? А эта девочка еще, это дочка директора школы. Они очень дружили. Она приходила на праздник к Софишке. И так гости приходила, девочка хорошая. Софиша, вы домой? Может, уже домой пойдем? Домой пойдем уже? Она тут рядом живет. Как-то скучно дома. Все, Софиш, пойдем домой уже, домой. Мам, может, я сегодня позову вам домой? Придет? Попробуем. Если мама ой, разрешит она? Не разрешит она. Что? Пойдем, Софиш, проходи вперед. Все, девочки. А еще от тебя Яля? Мы скажем, да, мою маму скажем, чтобы она пришла в гости. Все, девочки, закончилась линейка. Мама, а наши книжки не дали. А мы завтра возьмем книжки. Завтра. Что 3? 3 шарика. Софишка, вам всем по одному учительница приготовила. Давай, выходим, Софиш, я уже, пора повена. Папа приехал, да. Быстро. Все. И доделали. Прошла наша линейка, прошел 1 класс. Еще раз всех с праздником, девочки. Софиш, это тебе хорух. Девочки, все, закончилась наша линейка. Всех еще раз с праздником. Сейчас такой платочек красивый купила. Я вот этот раз себе желтенький с пиджаком очень подходит. Ну все. Все получилось, как я хотела, чтобы
Софишка была в этой школе, чтобы у нее была эта учительница. Все получилось так, как я хотела, иншаллах. Всем еще раз счастья, здоровья и родителям терпения.